Здравствуйте, меня зовут Иван Касаев, в эфире программа «Диалоги». Сегодня у нас в гостях известная российская писательница Маша Трауб. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Писательница или писатель? Писатель. Колумнист, журналист, писатель. Всегда интересно было мне знать, как журналист, человек, в общем-то, одной со мной профессии, как журналист приходит к писательству, зачем журналисту надо становиться писателем, вообще что привело вас вот к тому, часть чего лежит здесь у нас на столе? На самом деле, наверное, приоритеты расставленные, потому что сначала все-таки это семья, а потом это работа. И когда мой супруг сказал в какой-то момент, что, в общем, ему журналист дома надоел, то есть он сделал очень мудрую вещь, он меня подтолкнул к тому, чтобы я просто сменила жанр, сменила объем, сменила размер, да, вот, произведения. И он мне подарил эту фамилию, и он меня вывел на этот путь. За что я ему, кстати, очень благодарна, хотя тогда я была не очень рада. Что значит подарил фамилию? Фамилия принадлежит его роду, это девичья фамилия его мамы. Но поскольку носителей этой фамилии в живых, к сожалению, уже нет, и он отдал мне эту фамилию, чтобы она стала псевдонимом, чтобы дети знали, что эта фамилия принадлежала нам, нашей семье, что эту фамилию носили предки. А какая же ваша фамилия девичья? Киселева. Вы Мария Киселева. Да. Муж Андрей Колесников. Сейчас он работает в центре Карнеги. У него колонки в «Ведомостях», в других изданиях. Он тоже писатель. И писать он начал раньше, чем я. У него другие книги. Это все-таки какие-то общественно-политические, научно-публицистические вещи. Как у нас шутили, что Андрей талантливый, а Маша популярная. Вот. У нас была такая присказка. У вас в семье 2 журналиста-писателя, и вы оба люди творческие. Это сложно, это просто жить людям фактически одной профессии, вместе, одной семьей? Для меня, наверное, это просто, потому что я всегда остаюсь на втором плане, и мне комфортно очень. Он всегда был моим начальником, он всегда был человеком, у которого я училась, человеком, который меня ввел в профессию сначала, в журналистику, а потом перевел как бы в писательство. Поэтому мне легко, не говоря уже о том, что он блестящий редактор, он до сих пор вычитывает мои рукописи и делает очень тактично это. И я ему благодарна за то, что вот есть такой глаз рядом, да, который он не позволит мне работать в полноге, не позволит сделать слабую вещь, не позволит сделать проходную вещь. Так что для меня это плюс колоссальный. Мы давно знакомы, поэтому я могу сказать для наших зрителей, что для меня было большим удивлением, когда на определенном этапе вашей писательской карьеры вдруг в книжных магазинах Москвы, в крупных книжных магазинах появился стенд книги Маши Трауб, такой отдельный стенд. Сколько у вас на сегодняшний день вышло книг? Если честно, я точно не знаю. Я думаю, что около 40. Но ритм 3 романа в год. Вот последние несколько лет 5 или 6, я пишу 3 романа в год. Это контракт? Нет, это темп, который устраивает прежде всего меня и который поддерживает издательство. Тематика ваших книг, мне тоже известна, но если можно, скажите, пожалуйста, о чем вы пишете? Как ни странно, я пишу о жизни. Это такое жизнеописательство, бытоописательство, о всех нас, о детях, о матерях, о мужьях, о судьбах. Я просто рассказываю истории, где каждый читатель может найти себя, я бы так сказала. Это укладывается в такой стереотип женский роман? Нет, я
Вообще не люблю вот это деление ни по гендерному признаку. Я не феминистка и не авторка. Нет, это не женский и не какой-то другой роман. Да? Это просто текст, да? Литература, которая, вот, мне кажется, интересна всем. 40 книг примерно, 3 романа в год. Темы не исчерпываются? Нет, потому Нет что... голода такого тематического? Нет, потому что я много пишу о детях, а дети – это неисчерпаемый источник вдохновения. Я много пишу о маме, а мама тоже неиссякаемый источник вдохновения. Иногда, конечно, становится сложно. Но тут опять, вот, как говорит мой редактор, что если я куда-то еду и встречаю каких-то людей или попадаю в какие-то истории, редактор говорит: Маша, ваша муза приводит вам персонажей за руку. Наверное, так оно и есть. Тяжело, конечно, бывает, но... Я хотел вас спросить относительно вашего проскальзывающего со страниц книг стремление рассказать о своем происхождении, о своем отношении к Осетии. Вот что, откуда это взялось, откуда эта линия идет. Одна из последних книг, которая у вас вышла, называется «Моя бабушка Лермонтов». Она вообще посвящена осетинским темам, осетинским сюжетам. Интересно, откуда это? Это, наверное, моя личная такая попытка найти основу под ногами. Потому что мне, конечно, очень не хватает вот этой вот почвы, которая родовой, да, когда ты знаешь, где жили прабабушки, прадедушки, там, вот какой-то вот такой вот осетинской, да, в хорошем смысле слова, родовой памяти. Вот я ее лишена. Но я действительно выросла на Северном Кавказе, в селе Ильхотово. Моя бабушка была главным редактором газеты. И мое детство прошло в Ильхотово. Мы уезжали, приезжали, мама меня привозила, увозила. И бабушка похоронена там. И что, кстати, удивительно, мне как только исполнилось мне 18 лет, я всегда хотела вернуться в Ильхотово, посмотреть, увидеть вот эти дороги, дома, здание школы, здание музыкальной школы. И мама меня не пускала, она мне говорила: что ты, как же ты поедешь без мужа? Что вот бабушка была уважаемым человеком, что о тебе подумают? Надо ехать с мужчиной. Нельзя одной. Я говорю: хорошо. Я вот выхожу замуж, вышла замуж, все замечательно. Говорю: мам, я хочу съездить вот в Осетию. Она говорит: послушай, что про тебя подумают? Бабушка такой уважаемый человек, ты должна родить сына, первенца. Как вот? Вот как ты поедешь и что? Муж есть, ладно, а сын-то где? Я родила сына, первенца, действительно. Я говорю: мам, я, наверное, вот съезжу. Она говорит: нет, послушай, бабушка такой уважаемый человек, ее все знали. Как ты вот сына один? Скажут, что надо же еще ребенка в семью. Как вот один ребенок? Надо вот, чтобы семья, девочка была. Как ты без девочки? И я родила девочку. И я так понимаю, что она вот меня, не то что вела, да, а направляла по жизни вот такими вот какими-то советами. И с другой стороны, она, конечно, не хотела, чтобы вот моя такая память детская, чтобы она изменилась. Потому что Осетия и Ильхотово остались в моей памяти вот таким теплым, светлым местом, где меня все любили, где я была счастлива, причем таким абсолютным счастьем, вот бесконечным счастьем, где осталась теплота. Да? И мама, видимо, боялась, что я посмотрю на это другими глазами, взрослыми глазами, и лишусь этой памяти. Я действительно ездила в Осетию, и, конечно, мама была права. Я не узнала ни одной дороги, я не узнала ни одного куста. И это, конечно, было другое село, не то, в котором я выросла. Но в моей памяти это все равно осталось вот то, что я запомнила с детства, я это до сих пор в себе несу. И, кстати, мой сын сейчас очень хочет съездить туда. Сыну 18 лет, он студент. Да. Где он учится? МГУ, физический факультет. А дочка? Дочка сейчас в 4 классе. Думаю, что пойдет в математике.
их ожидает встреча тоже с Осетией, как в свое время у вас была эта встреча с Осетией. А вот Осетия книжная из-под пера Маши Трауб и Осетия, которая в памяти, они разные? Я не знаю, потому что мне казалось, что да, это такой вот мир, который я себе придумала. Людей, которых я себе придумала, вот отношения. На самом деле это не так, потому что все равно это какие-то и нормы, и правила поведения, и какие-то устои, которые я перенесла в свою семью и учу этому детей. Потому что Осетия – это не только память, да, это еще какие-то правила. Уважать старших, заботиться. Сын у меня, слава богу, ведет себя как мужчина. То есть маме не нужно что-то говорить, мама может одну бровь поднять, и этого достаточно. Дочка все-таки растет очень хозяйственной девочкой, и мне придет в голову перебить старшего, не придет в голову повысить голос. Да, вот эти вещи для меня безумно важны. Как важно вот ощущение семьи. Я действительно 20 лет в браке. Я готовлю, я пеку остинские пироги, я готовлю остинские блюда. И это сохранить для меня было очень важно. И передать это детям тоже было важно. Они прекрасно знают, что такое цахтон или что такое, я не знаю, какие-то другие, да, блюда. Вот это я пронесла, я настаивала на этом. Ну, кстати, мне тоже хочется вернуться в Осетию, потому что я ехала туда, летела и думала, вот у меня было два желания: купить сковородку для пирогов, такую чугунную, как была вот у нашей соседки. Да. И это были самые вкусные пироги на этой сковороде. И в Москве эту сковороду я найти не могу, это невозможно. И я хотела вот... Тефлон кругом. Да. И я мечтала наесться тутовника белого. Вот прям вот, чтобы таз передо мной стоял этого тутовника, именно белого. Удалось? Нет, ни того, ни другого. Как? И сковороды не удалось? Ни сковороды, ни тутовника, ничего. И даже кизил в Москве не такой, как в Осетии. Потому что вот я помню, как во дворе варили кизиловое варенье, и это было совершенно другое. Так что мне придется вернуться за сковородой как минимум. А вкус кизила, вкус тутовника, вкус пирога из детства, он проникает на странице? Конечно, конечно, именно это и проникает. То есть у кого-то, вот Улицкая говорила, что нужно не только написать книгу, но еще кровью покапать на странице, чтобы она зажила. Вот мне кажется, мне туда надо вот пирогом шмякнуть или каким-нибудь вот соусом, или виноградными листьями. Вот тогда она у меня жить будет. Маша, сейчас век социальных сетей, все общаются, даже не зная друг друга. Особенно, наверное, это любопытно, интересно людям публичных творческих профессий, ну, писателям в частности. Вот есть ли, попадаются ли в вашем сетевом мире, в сетевом вашем окружении отзывы читателей из Осетии? Да, кстати, это было удивительно. Даже не по отзывам пришел мужчина на встречу с читателями и сказал, при том, что я нигде, ни в одной книге не называю, что это Ильхотова, и он сказал: вы очень точно описали Ильхотова. И я тогда, действительно, для меня это было, ну, таким приятным удивлением, потому что вот посторонний для меня мужчина, просто обычный человек, читатель, узнал Ильхотова. Ну да, потому что сел, которые расположены вблизи от железной дороги, у которых есть своя железнодорожная станция или полустанок, в Осетии все-таки не одно и не два, да? Да, это, да. Конечно. Да, и пишут очень часто не только жители Осетии, но и жители Грузии, жители других из Армении, что вот очень похоже, да, вот прям все правда. Ситуация, которая сегодня складывается с тем, как литературу преподают в школе. У вас сын закончил только что, дочка учится, еще будет учиться этому. Вот какая ваша точка зрения относительно того, литература в школе сегодня – это что?
Мне сложно сказать, потому что у нас все-таки хороший педагог, учительница у младшей дочери, и она все-таки человек старой закалки, и она не ведется на вот эти новомодные тенденции. То есть они как читали Пушкина, так и читают, как они проходили Лермонтова, да, вот так они и проходят. Меня больше беспокоит русский язык, потому что, например, вот сын сдал ЕГЭ по русскому языку, набрал 98 баллов. Когда я видела... прекрасный результат. Прекрасно, но только когда я увидела эту работу, я нашла там еще 2 ошибки. О, То есть я сказала, что, ну, с моей точки зрения, это даже вот не 50... это качество Я не работы знаю. учителей, Нет, я думаю, что это комиссии. качеству нынешней формы сдачи экзаменов. То есть с моей точки зрения, это вот... Ну, я нашла одну стилистическую ошибку, да, одну фактическую. А он говорит, ну что ты, мам, 98 баллов, ну успокойся уже. К сожалению, в школе не пишут сочинений сейчас. Очень мало пишут изложения. Да, наш класс конкретно, вот класс моей дочери, они это делают. И сочинения по картине, да, и какие-то вещи, которые все-таки развивают и творческое мышление, и какой-то подход немножко вот за рамками этих тестов. Но когда я вижу эти бесконечные клеточки, квадратики, в которые нужно вставить А, Б, С, 1, 2, 3, меня, конечно, это пугает. Современная литература, она заслужила вхождение в школьную программу? Ну, что называть современной литературой? Ну, та, которая пишется сегодня, вот последние там 20 лет. Допустим. Ну, не знаю, вот, например, Трифонова, мне кажется, что жалко, что его нет в школьной программе, или он есть только в качестве дополнительного чтения. Жаль, что очень мало стихов сейчас, очень мало. То есть это тоже является только дополнительным чтением, не входит. Потому что нас все-таки заставляли учить стихи. А дети учат сейчас стихи наизусть? Ну, Дуб они бедного Толстого выучили. Учат, но очень мало. Но, опять же, младшая школа еще это делает, старшая, конечно, уже нет. Они к ЕГЭ готовятся. Но, опять же, я не требую ничего от школы, потому что литература – это все-таки семья. И любовь вот пресловутую любовь к чтению, да, все-таки нужно прививать дома. Не заставлять ребенка читать от забора до обеда или 20 страниц, пока не прочтешь, не встанешь. Нужно предлагать. Нужно заинтересовывать, нужно какие-то вещи, ну, не пошла эта книга, но возьми другую, да, это не нравится, этот автор, ну, бога ради, есть еще целая полка. То есть, когда человек, даже маленький человек, понимает, что это выбор, и у него есть возможность выбора, он не относится к этому как к такому ужасу ужасному. Мои дети читают. И сын читает, конечно, сейчас больше научную литературу. Ну вот. Ну, опять же, я повторяю, что если в доме читают родители, а они сидят в гаджетах, да, то ребенок тоже возьмет книгу. А есть в доме Колесниковых, Киселевых, Трауб книжная полка? Чья? У нас отдельные у всех. Вот книги в доме есть. В смысле, вы имеете в виду? Книги не вашего пера, не пера ну, вашего безусловно. мужа. Что читает семья? У нас сохранилась библиотека родителей Андрея. И это очень ценная библиотека для нас, для памяти. У нас сохранились, Андрей собирал веселые картинки 50-х, 60-х годов, журналы, он по всем букинистическим магазинам их собирал. И на этих, кстати, журналах дети учились и читать, и писать, и какие-то логические задачки решать, потому что все было. Когда сын увлекся, он нашел в сети журнал «Квант», который сдавался тоже в 70-х годах физически. Замечательный, да. Да, он это все прочел в сети, потому что просто не нашел бумагу. Это дорогого стоит. У нас хранятся издания, естественно, муж выбирал. Есть второе издание «Трех толстяков» с клеенными иллюстрациями. Конечно, дети знают, кто такой Конашевич, да, кто такой Сутиев, да, вот какие-то, чтобы это еще было, это были не только литература, но еще и иллюстраторы, чтобы они это знали. Мы читаем
действительно это входит в профессию. Мы должны читать много, мы должны следить за новинками, но мне, например, интереснее перечитывать классику сейчас. А Андрей, я тоже вижу, что, в общем, тоже натыкается на что-то и перечитывает большей частью. Все-таки из того, что сегодня издается, из того, что сегодня пишется, кого можно читать, кого читает Маша Трауб, кого любит, кого бы порекомендовала? Ну, если говорить о коллегах, то меня просто потрясла книга Александра Архангельского «Бюро проверки» последняя. Это замечательная книга, замечательная вещь, ну, на мой взгляд, очень глубокая и очень неожиданная. Потому что Александр прекрасный журналист, да, но для меня он вот, я его открыла как действительно очень талантливого писателя. Конечно, мы читаем, я очень люблю Улицкую, я очень люблю Петрушевскую, если говорить о женских авторах. Книги Андрея я тоже стараюсь читать, но мне это немножко тяжело дается, потому что слишком глубоко и слишком больно, я бы так сказала, потому что я вижу, как это написано, из чего это рождается. Ну и потом у нас есть особенность, это профессиональная, наверное. Я, к сожалению, вижу, когда автор устал по тексту, или когда он пошел пить кофе, или когда он взял паузу. Это профессиональный такой взгляд. Да, да. Или когда вот он сказал, что все, я больше не могу, пора заканчивать эту рукопись, я это вижу, ну, чувствую. Вот. Так что, не знаю, я не могу порекомендовать какого-то конкретного автора, вот, что вот это прям обязательно нужно. Это же тоже такая настроенческая штука. То есть что-то нравится одно сегодня, завтра это читать невозможно, а послезавтра опять вроде нормально. Не знаю. В Осетии, ну и, наверное, не только в Осетии, периодически возникают дискуссии. Вот если человек, который родился в Осетии, пишет по-русски, он какой писатель? Он русский писатель, осетинский писатель? Что должно произойти с писателем, чтобы его зачислили в ряды, что называется? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что, например, моя бабушка, она прекрасно читала на осетинском языке, она писала по-осетински, но говорила она только по-русски. Она все понимала, но говорила только по-русски. Но писала по-осетински? Писала могла писать по-осетински, то есть она владела этим, и она читала на осетинском языке прекрасно. Вот как, да, она была журналистом. Ну вот при жизни великого, уже без всяких междометий, понятно, что это так, великого Фазиля Абдуловича Искандера периодически шел спор. Он даже выплескивался на странице популярной в 70-е, 80-е годы литературной газеты. Вот Фазиль, он русский писатель, он же писал исключительно по-русски, или он абхазский писатель, он же писал только, ну или почти только об Абхазии? Да, я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, неважно, на каком языке написан текст. Если текст читается, если автор востребован, то есть же блестящие переводы, которые иногда даже лучше украшают, да, автора. Даже лучше, чем автор написал, иногда переводчик работает. Так что я не знаю, есть просто писатель, как у писателя не может быть рода, да, так и не может быть какой-то дележа такого, да, вот наш, не наш. Ну, нам хочется, допустим, Гайток Газданов, да, человек, который родился в Санкт-Петербурге, сформировался как писатель вообще в Париже, писал по-русски, издавался на русском языке. Есть строчки, страницы, главы, в которых он вспоминает о своем детстве, о поездках в Осетию, на родину.
Вот мы его зачислили сразу в астинские писатели. Гайто – это наш астинский писатель. А Меня зачислите в астинские писатели. если бы от меня зависело, с удовольствием. А есть писатели, которые родились, прожили всю жизнь, и даже некоторые даже уже ушли из этой жизни, значит, в Осетии, на Остинской земле, писали об Осетии, об осетинских сюжетах, но по-русски, и вот им коллеги или аудитория отказывает. Говорит, нет, ну это, конечно, он писал про Осетию, он родился в Осетии, но он писал-то по-русски, поэтому нет, он скорее русский писатель. То есть Гайто, который жил и умер в Париже, он писал по-русски, он остинский писатель, а люди, которые жили и всю жизнь прожили и писали об Осетии, но на русском языке, они вот русские писатели. Вот такой парадокс тоже бывает, встречается. Но я с удовольствием, если есть где-то какой-то комитет по приему, значит, и по переводу одних в другие, давайте напишем, я поддержу такое заявление. Маша Трауб – это осетинский писатель. Взаимоотношения книги с другими видами культуры. Вот книга, которая перетекает в театр, в кино. У вас опыт есть такой? Да, конечно. И есть две картины, которые сняты по моим книгам. Да, что за картины? Это «Дневник мамы первоклассника». Ну, это бестселлер, каждый год переиздается. Вот я эту книгу написала, когда мой сын учился в 1 классе, вот ему 18 лет, до сих пор бестселлер. Картина снята на студии Станислава Сергеевича Говорухина «Вертикаль». И это хорошее кино, доброе, его показывают уже перед 1 сентября очень часто. Вторая картина снята режиссером Верой Сторожевой. Называется «Она сдается дом со всеми неудобствами» по повести «Домик на юге». Это такое летнее кино для летних месяцев, его тоже показывают часто. Легкая картина, достаточно талантливая. Есть еще тоже очень дорогая для меня вещь, на самом деле. На сцене детского музыкального театра имени Натальи Сац идет опера по моей детской книжке. У меня всего 2 детские книжки. Опера. Называется «Съедобные сказки». И поскольку вот я, правда, все мечтаю вернуться в детскую литературу, я очень вот дорожу тем, что есть такая постановка. А когда спрашивают, как я отношусь к тому, что другие герои, немножко другой сюжет получается, другое развитие, иногда совсем все по-другому от книги отличается. Мне кажется, что это не столь важно, потому что книга живет. Книга получает 2-ю жизнь, книга получает 3-ю жизнь, не умирает, переиздается. И, какая разница? Театр, кино, что-то другое, да, аудиокнига. Пусть будет много, побольше. То есть это же здорово. Для автора это очень здорово. Я, в общем, довольна этими постановками и довольна картинами, потому что, все-таки снимали профессионалы, и звездный состав играет в обеих картинах. Так что я только за. Писатель пишет по часам, как работа с 8 до 18. Как это происходит? Да, я пишу по часам, потому что все-таки муза не прилетает, никакие зазывы на нее не действуют, никакие телодвижения магические тоже не работают. Сейчас, да, вот сложился график, когда я укладываю дочь спать, и у меня есть 2 часа времени вечером на то, чтобы поработать. Потому что днем мне нужно отвечать на письма, делать какие-то другие дела. Я езжу в издательство, я встречаюсь с людьми, а вечером я работаю каждый день. И вот эта монотонность, она мешает, помогает, или это вот необходимость такая? Это такая же работа, как и все остальные. У зубного врача же не спрашивают, устаете вы от монотонности своих действий. А как же творческие искания? Нет, для русский меня... писатель, это человек, который должен зайти, я все-таки выпить 100 грамм с друзьями. Я профессиональный, прежде всего я отвечаю за профессию.
Я привыкла работать под дедлайн. Я привыкла работать под знаки, нужное количество знаков, под сроки, потому что я подвожу не только себя, но я подвожу колоссальный коллектив людей. Редактора, оптовиков, корректора, то есть людей, которые работают на то, чтобы моя книга была издана. Я не могу подвести целую машину, которая это делает. Поэтому для меня это да, это все-таки работа. Не то, что я начинаю заламывать руки и говорить, ах, я писательница. Нет, я работаю. Да, это вот как спускаться каждый день с киркой в забой и что-то там вот отколупывать. Но только это отколупываешь не руду, а чувства, эмоции, какие-то собственные беды, собственные радости. Это все вот этой вот киркой и добывается. Вот Сергей Довлатов ставил перед собой такие задачки, да, чисто творческие. А вот напишу ли я рассказ на 10 тысяч слов без единой буквы «Р». И у него получалось. Это даже незаметно, если вот не знаешь точно, что в этом рассказе нет одной из букв русского алфавита, можно этого и не заметить. Вот ставятся такие задачи перед собой? Ну, это сейчас, кстати, очень модная штука. Ну, то есть она и в Америке всегда была, я не знаю, от кого это взял. Это такая вот тренировка, да, когда вот школа юного журналиста, вот там сейчас дают такие задания, вот написать там, чтобы были одни существительные, или чтобы не было какой-то определенной буквы, или что-то вот еще такое. Нет, я не увлекаюсь такими вещами, потому что... Ну, это выпендрёж скорее, да, как сыграть футбол в команде мастеров, ни разу не коснувшись мяча правой ногой, допустим. Нет, я не думаю, что это выпендрёж. Я думаю, что если для чего ты это делаешь. Я, например, для сына писала басню в стихах, подражая Крылову, вот попадая в размер Крылова на какой-то конкурс. Да? Мне было интересно, мне было весело вот, попасть вот в нужный размер. Да? Но я понимала, зачем я это делаю, чтобы сыну было хорошо. А для себя, конечно, я этого не делаю. Там, для дочки я пишу стихи просто, чтобы ее повеселить. Там, да, я ей какие-то играю с ней в слова, играю с ней в рифмы, придумываю какие-то бесконечные вот шутки. Мы играем и виселицу, это вот когда нужно слово угадывать, да, и рисовать. Мы пишем, вот тоже любимая игра наша, семейная, мы и папу заставляем в это играть, то есть когда отвечаешь на вопрос «кто?», «где?», «когда?», «зачем?», да, и каждый придумывает строчку, загибает листочек, и вот получается такой рассказ. То есть вот такие игры в слова с детьми я обожаю, я их очень люблю. Вернемся еще раз к социальным сетям, но сегодня без них никуда. Бывает ли, что сюжет подсказан интернетом? Нет, у меня никогда, ни разу. А что должно случиться? То есть это должна быть знакомая ситуация, или это может быть увидено из окна вагона поезда, или это, а потом домысливаться, или это вот надо знать, о чем ты пишешь? У меня все-таки журналистский взгляд. Это мне мешает. Но я все-таки журналист, остаюсь журналистом, то есть мне нужно увидеть, мне нужно пережить, прочувствовать, подсмотреть, подслушать, постоять рядом, в конце концов, и тогда что-то появляется. Никогда не знаешь, что, из чего вырастет. Иногда вот от занавесок у меня получается какая-то вещь, или рассказ, или повесть. Иногда я цепляюсь за какое-то слово. Так было вот, я пишу не только про сети, но у меня есть еще несколько историй грузинских, на грузинском материале, когда меня поразило слово «досмотр». Да, вот, кто за тобой досматривает, кто досматривает за этой женщиной пожилой. Да. А что это значит «досматривает»? Ухаживать. Ухаживать. Да. Приносить еду, там, да, ну, присматривать, да, грубо говоря. Вот у них это называется «досматривать». И меня настолько это поразило, я, конечно, видела эту женщину, я видела, как весь двор, условно, да, весь дом вот, помогает вот, одинокому человеку, оставшемуся без близких. И на этом, вот ради этого слова я написала текст.
Не знаю, иногда какой-то диалог между детьми происходит, и я не могу его не использовать, мне просто жалко это вот оставлять. Вот на таких вещах, не знаю. Писатель Маша Трауб закончила и факультет журналистики МГИМО. Да. Когда вы заканчивали это учебное заведение, оно было супер престижно, супер популярно, и люди заканчивали МГИМО с надеждой пойти работать куда? В МИД? Ну, В администрацию президента? Нет, это не было таким уж уже престижнейшим, да, вузом. Мы учились, мы не знали, куда мы пойдем работать. Никто не знал. Я мечтала уйти в газету. Или ну, вот, работать по специальности. Сейчас по специальности с курса работают человека 4, не больше. А это почему? Нет международной журналистики сегодня? Ну, я не знаю, мне сложно сказать. У каждого своя судьба. Кто-то благополучно вышел замуж и нашел себя вот, в материнстве и детстве. Да? Но это вот к тому, моя бабушка всегда мечтала, чтобы я работала в газете «Северная Осетия». Это был просто предел ее мечтаний. Вот она считала, что если внучка будет работать в газете «Северная Осетия», то все, это вот она... Так... Это просто замечательно. У нас была одна мечта, но у меня она реализовалась. Да. Я там поработал. А у меня так и не реализовалась. Да, это вот к тому, кто вот... Мама моя действительно хотела, чтобы я вот, не знаю, пошла куда-то, вот, вышла замуж, наверное, мама хотела, за дипломатического работника или еще как-то. Мне сложно сказать. Мне кажется, все равно не вуз, как мой сын, который, у него был вуз мечты, и он не тот факультет. Он поступал, но не на тот факультет добрал баллы. Ну, Вась, ну если это вуз мечты, да, ну давай, хорошо, ты пойдешь на платное отделение, в этом нет ничего такого. И он мне сказал замечательную фразу, что не вуз для меня, не я для вуза, а вуз для меня. Это моя, от меня только зависит, что я возьму от этого вуза. Что он мне может дать все, что угодно, но только я знаю, что я возьму. Это ведь очень здорово. Поэтому можно из любого вуза вырваться так, как никому не покажется, да, вот здорово очень выстрелить. А можно с блестящим образованием остаться никем. Ну, факультет международной журналистики гордится своей выпускницей Машей Трауб? Нет, потому что они не знают, что я их выпускница, я же Киселева. Это интересно. Они не знают. Не разобрались в этом секрете. Можно вернуться из писателей в журналисты или не было прощания никакого? Я не уходила из журналистики. Сейчас у меня колонки в журнале «Огонек». Я пишу про школьные проблемы, про какие-то детские проблемы, ну, в основном школьная жизнь. И для меня это очень ценно, потому что ощущение, что ты работаешь в поле, пусть и не совсем вот на передовой, да, для меня важно. Это все равно такой очень мощный тренинг и ощущение того, что ты остаешься в профессии. Раньше у меня были колонки и в других изданиях, иногда было 5 колонок в разных изданиях, иногда 3, ну, по-разному. Иногда меня просили поехать взять интервью, друзья, я никогда не отказывалась. Поэтому, ну, так, чтобы вот на работу ходить, я бы, наверное, вряд ли. Но когда меня просят что-то написать, я всегда соглашаюсь. Для меня это важно. Вот вы сказали из школьной жизни. Интересно, вы в курсе того, чем живет сегодняшняя школа? Да, абсолютно, потому что... Слово «буллинг» вам известно? Конечно. А почему оно вдруг, и слово само, и то, что оно означает, почему это сегодня стало
ну, модно или что ли об этом рассуждать? Почему об этом так много сегодня все говорят? Ну, смотрите, поскольку у меня все-таки у детей разница в возрасте 8 лет, я могу сравнивать ту начальную школу и эту начальную школу современную. Если раньше я была все-таки на стороне родителей, то сейчас я полностью на стороне учителей. Мне приходится защищать учителей от родителей. И когда я о чем-то пишу, я действительно выступаю на стороне. Я согласна с учителями. Не было такого... У детей отсутствует абсолютно уважение к старшим. То, о чем я говорила уже, что для меня совершенно вещь, которая незыблема. Дети не слушаются учителей, дети не уважают учителей, дети позволяют себе хамить. Для них чужой родитель не авторитет. То есть я не могу сделать замечание ребенку чужому, потому что, во-первых, мне все скажет мама, что она обо мне думает, а потом еще ребенок будет жаловаться. Не было такого количества, конечно, не было WhatsApp раньше, и не было такого вот комьюнити, который вдруг объединяется и идет против кого дружите, да, девочки. Вот сейчас это происходит по щелчку, по какому-то... Для меня это на самом деле не очень понятно, и я не участвую никогда вот в этих вещах, потому что обо всем можно договориться. Детей все-таки нужно учить доброте, все-таки нужно их учить каким-то базовым понятиям, да? Но вот эта внутренняя доброта у ребенка, она есть в каждом. Это родительская вина? Мне кажется, да. Если честно, то да, потому что учителя, вот даже вот учительский состав, педагогический состав в нашей школе, он не менялся. Те учителя, которые учили моего сына, они сейчас учат мою дочь. И поверьте, они отрабатывают. Я не знаю, мне кажется, им памятник надо ставить, вот просто каждому отдельно. И у меня не было ни разу ситуации, в которой бы я не смогла договориться с педагогом. Я всегда находила, то есть учителя всегда пойдут навстречу, они всегда готовы к диалогу, конструктивному диалогу. Они всегда встанут на сторону ребенка, потому что учителя тоже на стороне ребенка, на самом деле. Но когда родительское сообщество идет напролом, и когда оно сметает все на своем пути, вот этого я уже не понимаю. Дети всегда одинаковые, дети все чудесные, дети замечательные. Просто их нужно любить, вот до истерики. Меня никто не переубедит в обратном, потому что вот любовью, да, задушить невозможно, а от нелюбви умереть можно легко. А любят ли сегодняшних детей? Мне кажется, нет. Им не хватает этой самой любви, потому что я прихожу в школу, я оставлю с детьми, делаю с ними постановки, конкурс художественного слова, какие-то на 23 февраля, на 8 марта какие-то. Вот я делаю с ними, они читают стихи, танцуют, такие маленькие вот постановки. И все дети, когда их слушаешь, когда их пытаешься услышать, когда их хвалишь, да, я до этого могу сказать, что я ему сейчас голову оторву или ногу, если он мне там сейчас что-то не сделает, но потом я его хвалю, потом мы с ним вместе смеемся, вместе переживаем. Они настолько откликаются, то есть мне говорят, вот этот вот мальчик проблемный, а я с ним делала постановку, он не проблемный. Он чудесный, он замечательный, да. Ему не хватает Ему чего? просто не хватало Внимания? какое-то внимания, любви. Я не знаю, он ко мне бежит, я его обнимаю. Это вот мальчишка, который там 4 класс. Да, я чужая женщина для него. А он после вот представления бежит ко мне, вот, чтобы я его обняла и сказала, что все здорово, ты молодец. Я не знаю как. Мне действительно кажется, что детей нужно слушать. Вот сыну 18 лет, взрослый человек, мужчина, да, уже он ко мне приходит, и я понимаю, что он хочет поговорить. Поэтому я откладываю все и сижу, слушаю. Вот то, о чем мы, да, когда мама, сколько бы нам ни было лет, вот мы приходим домой к маме, и она смотрит, как мы едим. Вот ставит тарелку, садится напротив и смотрит, как мы едим. Вот это вот там ту же котлету или пюре. Вот это нужно. Вот нужно отложить все и сидеть, смотреть, как ест твой ребенок. 30 ему лет, 20, 15, совершенно не важно. Еще одно модное сегодня слово, и об этом я хотел вас спросить.
Сейчас в любом учебном заведении, что в школе, что в высшем учебном заведении, принято учить с помощью agile методик. Это означает гибкость. Очень модные сегодня тренинги, очень модные сегодня так называемые коучи, которые говорят, вот agile должен быть во главе угла поставлен. Это что означает? Я наметил себе какую-то цель, но по дороге встретил какое-то препятствие. Можно менять цель, обойти это препятствие, меняется позиция, меняется направление движения. Это не важно в образовании. Важно, чтобы ты постоянно чему-то учился, а какая у тебя цель, это совершенно не важно. Это придет. Вот к этому есть какое-то отношение? Я совершенно с этим не сталкивалась никогда, потому что дома у меня авторитарный режим, никакой демократии совершенно. У меня все делают то, что положено, все уроки, все, что надо, по старой системе советской. Единственное, на чем я всегда настаиваю, это спорт. У сына был подростковый период, мы его благополучно пережили только потому, что он занимался спортом. А там, если вот это вот agile появляется, то 100 отжиманий. Или вон идешь, ГТО сдаешь. Дочка у меня занимается сейчас художественной гимнастикой, очень всерьез, неожиданно для нас. Она стала делать успехи, уже сдает на разряды. И вот эти девочки, которые спортсменки, они другие, они тоже другие, в хорошем смысле слова. Потому что они умеют собираться, они достигают своей цели. Они, да, они плачут, им сложно, им страшно и все что угодно, но они умеют собраться, взять себя в руки, выйти и сделать. Вот в этом смысле я тоже несгибаемая. Если есть какая-то цель, задача, значит, к ней нужно идти. Без каких-то разговоров иначе ничего не получится. Да? Это касается и образования, и семейной жизни, и всего на свете, и отношений с друзьями. Писатель и жизнь. Что сегодня в сегодняшней жизни нравится, что не нравится, что категорически не приемлется? Вот просто как социально активному человеку или социально пассивному, но внимательному человеку? Ну, опять же, я не очень приемлю понебратство, которое граничит с хамством, и вседозволенность. Вот я не могу себя заставить как-то на это спокойно смотреть. Причем вседозволенность во всем, и в комментариях, и в каких-то разговорах, и в манере тут же переходить на «ты». Вот для меня все-таки есть некие барьеры. Наверное, это связано все-таки с воспитанием, именно осетинским воспитанием, потому что, ну, мне не придет кому-то в голову кому-то тыкать, да, или вести себя неподобающе. Мне не хватает у людей, ну, и у людей в том числе, какого-то внутреннего достоинства, внутренней силы, которая поможет все преодолеть. Слишком много вот такого какого-то появляется бабского крика, бабского такого базарного, я бы сказала, поведения. Опять же, мне кажется, это связано с Осетией, потому что никогда в жизни женщина не позволит себе, ну, все-таки есть какая-то гордость, да, у женщины, есть какое-то внутреннее достоинство. И в любой ситуации все-таки нужно оставаться приличным человеком, я бы так сказала. О маме в одной из книг есть замечательный сюжет о том, как мама убегает из Осетии в Москву. Вот что это было, было ли, придумано ли это, и вообще, что толкало маму двигаться? Я действительно не знаю, что придумано, а что нет. Потому что свойство памяти человеческой, оно удивительное. То, что я считала, ну, я считаю правдой, мое воспоминание, в котором я готова поклясться, что оно было, я спрашиваю второго участника этого моего воспоминания, он скажет: да ты что, все было совсем не так. Это часто бывает. Опять же, свойство памяти, оно иногда заменяет
то, что желаемое, да, на то, что вот было. Возможно, мама себе придумала какую-то жизнь другую. Возможно, я на это наложила еще собственное какое-то воспоминание, да. И в результате, естественно, получается миф, легенда, и не пойми что. Сейчас вот, кстати, очень модно сдавать анализ ДНК на предмет установления, вот Да. из какого региона ты Да, предки вышли. да. И мой сын, кстати, это была его идея, он сказал, что мам, давай ты сдашь. Я говорю, подожди, ты хочешь сдать или я должна сдать? Он говорит, да нет, ну со мной это все понятно, 50% у папы, там все известно, а там действительно известно там, до 5-го колена кто что. А у меня непонятно. И сын говорит, мам, давай, вот плюнешь в пробирку, и наконец-таки мы узнаем, откуда ты. Проверим, что правда, а что нет. А вдруг там вообще нет осетинской крови. Потому что считается, что у меня дед осетин. Но я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Но это очень красиво. А надо ли? А надо ли? Да. Но мне очень хочется считать, что у меня дед осетин. Вот как в истории с мамой. А надо ли говорить, Да. было это правда или нет, что она была самая красивая Да. девушка в селе, что Да. за ней ухаживали абсолютно все, что она была законодательницей мод, и вдруг в одночасье взяла, Не в одночасье, после того, как ее дважды украли. ну да, да. Или трижды. А вот это сюжет, который сегодня сохраняет популярность. Украли невесту. Но истории эти продолжаются. Вот они какие? Кинематографичные, авантюристические? Или это нужно сегодня, не нужно? Вот как вы считаете? Вообще традиции и жизнь, они как соотносятся? Традиции для меня лично очень важны. Ну, это, опять же, мое, да, я не навязываю это мнение никому, и многие, наверное, со мной не согласятся, но я действительно, я родилась в Москве, я училась в Москве, я ходила в московскую школу, ну, правда, в осетинскую школу я тоже ходила, но я очень долго вставала, когда, вот я уже работала в газете, в «Известиях» на тот момент, вот когда заходили пожилые люди, мужчины, известные журналисты, мэтры, я вставала и долго и не могла сесть. Да? Вот это что такое? Это воспитание, традиция. Действительно, когда приходят в дом люди, я действительно накрою на стол. И это для меня это естественно. Да? Я не позволю, чтобы гостю было нечего, да, что у меня будет вот пустой стол или там колбаса какая-то нарезанная. Конечно, у меня будут и пироги, и мясо, и барашек, и все на свете. Это тоже в традициях. Сохранение семьи. Разве это плохо? Это тоже замечательная традиция. Забота о детях, забота о пожилых родителях. Это нужно не просто сохранять, да, это нужно вот культивировать сейчас. Для меня лично это важно, да. Как важно, например, чтобы дочка все-таки оставалась девочкой, чтобы она тоже росла как девочка. Конечно, ее никто не заставляет, как меня в детстве, там, промывать землю между половицами, да, вот, чтобы не было. И крапивой меня там никто не шлепает. И такое было? И конечно. Я же танцевала в осетинском ансамбле все детство и даже играла на осетинской гармошке. Ух ты! Да. И вот чтобы мы прилично держали спину, себя вели хорошо, крапивой получали. Ну и не только, мы от всех, по-моему, получали крапивой. Сегодня проблема. Да, крапивы нет, да, в таком количестве. То есть какие-то вещи, мне хочется все-таки, чтобы они сохранились и в моей семье, и у моих детей, да, чтобы все-таки, как я сыну говорю, пусть у тебя будет, найди себе жену, пусть она будет глупая, но пусть она будет добрая, и пусть она готовит. Вот больше ничего не надо. Потому что мне было, конечно, тяжело входить в чужую семью, но я действительно считала, что я должна войти в семью. И вот это вот навык опустить глаза в пол и вовремя закрыть рот и уйти, мне кажется, это очень здорово, очень ценный навык сейчас.
Мне кажется, надо съездить на встречу с читателями в Осетию. Ой, с удовольствием. А вообще частые встречи с читателями? Да, да, В постоянно. других регионах? Да, я где-то? часто езжу, много Да? езжу. А где вот последнее время? Ну вот недавно я из Риги вернулась. А, в Риге? Да. В Риге сохранился русский читатель? Да, их очень много. Там замечательная сеть русских именно книжных магазинов, где русские книги лежат, новинки. И они следят, собственно, то есть там все новинки, которые вот в Москве, они все там лежат. И очень много людей пришло, это очень нужно. Екатеринбург тоже всегда замечательные встречи, тоже много людей, очень интересно. Ханты-Мансийск. То есть почему, собственно, я остаюсь на плаву? Если автор продается в Москве и в Питере, это, к сожалению, не популярность. Нужно, чтобы сохранялись тиражи, чтобы сохранять свое положение, востребованности, нужно продаваться в регионах. И чем шире будут эти регионы, чем больше охват, тем лучше. Значит, в регионах сохраняется Да. тяга к хорошему Колоссальный, русскому слову, да, колоссальный сохраняется любовь к книге. Да. Я могу сказать и об Осетии, что и там это есть, поэтому пора ехать на встречу с читателями. Тем более, когда я была в книжном магазине в Осетии, Да. в Владикавказе, там я видела свою книгу. Но постеснялась сказать, что это я. Ну, вот самое время, не стесняясь, сказать об этом на всю аудиторию. У нас в гостях была писатель Маша Трауб. Спасибо, Маша, спасибо, дорогие друзья. Вам спасибо.